Друзья, всем приветствую. Вот сегодня как раз таки встретился и увиделся с замечательным человеком, другом кыргызской диаспоры Вадимом Викторовичем Коженовым. Вадим Викторович, приветствую. Добрый день. Вот, пользуясь моментом, хочу как раз задать несколько вопросов, которые интересуют наших граждан, непосредственно кыргызстанцев. Вот первый вопрос, Вадим Викторович, что с регистрацией? Многие кыргызстанцы жалуются, что не могут сделать регистрацию по месту жительства, все прочее и так далее. Ваш такой объективный комментарий. Ну, комментарий, в общем, такой же, как весь прошлый год, что надо находить такую квартиру, где собственники готовы вас регистрировать. Если не готовы, и вы купите где-то регистрацию на стороне, в любом случае вы будете нарушителем, потому что вы обязаны проживать по месту регистрации. И если все будут отказываться снимать квартиры у тех людей, кто не готовы их регистрировать, хотя это их обязанность, ну, потихонечку такие люди, соответственно, останутся без клиентов и поймут, что нужно идти и своих жильцов регистрировать. А еще будет отдельный ролик у нас на канале по регистрации где-то через месяц. Я соберу всю информацию, сейчас там еще один вопрос решается. Как только он решится, мы ролик запишем, соответственно, увидите. Значит, будет хорошая новость, да, для граждан Кыргызстана? Я очень надеюсь. Ну, для всех граждан. То есть регистрация же проблема не только у ваших граждан, да, это у всех абсолютно проблема. Да, будем надеяться. Спасибо. Второй вопрос. Многие граждане Кыргызстана сталкиваются с мошенничеством со стороны Тинькофф банка, Сбербанка, Золотая корона. Кому-то оформляют кредиты, у кого-то с карты снимаются деньги, все прочее. По поводу вот этой ситуации о Золотой короне можете немножко комментарий дать? Ну, я думаю, что здесь скорее не сами эти банки либо агрегаторы, да, как сказать, выступают мошенниками, а это какие-то мошенники, пользуясь, да, доверчивостью людей, которые, в свою очередь, пользуются услугами банков или вот денежных переводов, используя приложения и так далее. То есть мошенники, это раньше касалось в основном граждан России, у них тоже пытались, да, с карточки как-то деньги украсть. Сейчас выяснили, что вот же есть мигранты, можно как бы на них пытаться заработать вот этими же мошенническими методами. Общий принцип такой же, то есть вам звонят, представляются этой организации, говорят, скажите, пожалуйста, смс-ку. Ни в коем случае никому никакие смс-ки говорить нельзя, и банки никогда не звонят своим клиентам. Если вам кажется, какой-то не тот номер, прям сбрасывайте, не слушайте ничего, сбрасывайте. Сами перезвоните в банк, говорите, вот мне только что звонили, значит, как мне правильно поступить? Вот. Потому что, как вы знаете, можно отправить деньги вот через систему переводов, можно отправить деньги в кредит. На многих людей эти кредиты повесили в итоге мошенники вот таким образом. Здесь вот нужно комментировать, мне кажется, код самое важное, никому не рассказать, если даже на такую уловку кто-то попался. Вообще, если вам звонят и говорят, мы из банка, мы из Золотой короны, мы откуда-то еще, скажите какой-то код, никому ничего не говорите. Просто сбрасывайте, перезванивайте сами в этот банк или в эту систему и говорите, вот только что мне звонили, значит, как мне правильно поступить. И вам там все объяснят. То есть никогда банки, даже вот вы открываете приложение, написано, банки никогда не звонят клиентам. Ну что, неправда, не звонят. У них и так вы в системе есть. Зачем вам звонить вам и какую-то, типа, скажите нам смс-ку. Они эту смс-ку сами посылают. Поэтому не общайтесь с мошенниками, просто бросайте трубку и все. Спасибо. Еще завершающий вопрос. Очень много стало проверок со стороны правоохранительных органов, полиции, ППС, ДПС, иностранных граждан, в том числе Кыргызстана. В связи с чем это связано? Ну, регулярно у нас весной и осенью проходят рейды. Вот рейд закончился 10 марта. Сейчас, в общем-то, ну, нарушителей, я так понимаю, основных выявили. А вот мы как раз собираемся, вот и Кубанычбек Османбеков с нами. 21 марта на Навруз поедем, повезем плов, повезем всякие вкусности, людей покормить, потому что все-таки праздник, да, то есть чтобы люди даже за решеткой праздник этот почувствовали, важный, хороший праздник. Вот, и спецприемник сейчас, ну, практически полный, там более 900 человек сидит. Вот сегодня было большое совещание на эту тему, и надеюсь, что организуемся мы хорошо, 21-го поедем, но опять же вот все снимем, вам покажем. Ну все, и пожелания для кыргызстанцев. Алга надо, да, говорится? Алга Кыргызстана. Все будет хорошо. Спасибо большое, успехов, удачи. Вас тоже поздравляем с наступающим, с Ноурузом. Это и ваш праздник тоже. Успехов, всего доброго, наилучшего.